Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача про футбол. Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет обзор 3 домашних игр мини-футбольного клуба «Заря», а также сюжет про футбольную лигу спортивного комплекса «Дохсун». Ну и напоследок мы рассмотрим второй этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школы». Итак, поехали! В своем первом матче 2014 года «Заря» в рамках 14-го тура высшей лиги принимала мини-футбольный клуб «Портовик», с которым наша команда уже встречалась 3 раза и во всех 3 играх брала верх над оранжевыми. На протяжении всего первого периода команды обменивались опасными атаками, но голевые ситуации чаще возникали у ворот Никиты Евтушенко. «Заря» же больше владела мячом, и именно нашей команде удалось открыть счет в игре. После отлично разыгранной комбинации прострел на дальнюю Руслана Гаязова пяткой замыкает Сергей Волошин 1-0. Второй мяч хозяева площадки организовали в середине второго периода. Навал на ворота приморцев результативным ударом завершает Александр Величко 2-0. Через пару мгновений Андрей Калачев, пробежав по правой бровке, делает точную передачу на Артура Мелконяна, который точно посылает мяч в ворота гостей 3-0. Под конец игры «Портовик» выпускает 5-го полевого, и ему все же удается отыграть один мяч. Гол на свой счет записал Александр Дунец 3-1. А окончательный счет установил Александр Купряков 4-1. Победная серия «Зари» над «Портовиком» продолжается. Ну, эмоции у нас положительные, игра нам очень понравилась, несмотря на то, что соперник был очень сильным, наша команда «Заря» с первых минут перехватила им эту инициативу. А вообще, значит, поддерживаете «Зарю»? Да, в младшей группе, в средней группе, да. У меня там друзья занимаются, раньше тоже тут занимался, неплохо знаю эту команду. Очень рад результатам, очень рад. И игрой ребят дотерпели. Было очень моментов и у них, и у нас. Но ребята терпели, вели в счете, не летели, играли с холодной головой. За ребят очень рад, что забил Саша Купряков, гол такой разобрался. Ну и вообще, ребята сегодня выкладывались. Есть игр таких мало очень в чемпионате, где с Владивостоком там играют наши ребята, которые играли 2-3 года за нас в прошлые года, и они сегодня играли против нас, и ребята хотели доказать, что они не слабее их, ну и игрой они своей доказали. А в 15-м туре подопечные Олега Марченко принимали махачкалинский «Каспий», который располагался на последней строке турнирной таблицы. С первых же минут «Заря» взялась оправдывать звание фаворита встречи. Начало разгрома проложил Антон Кусов, замкнув передачу Афанасия Федорова. Второй мяч ударом в девятку на свой счет записал Александр Купряков. Через некоторое время гостей снова огорчил Кусов 3-0. Четвертое взятие ворот «Каспия» праздновал Сергей Волошин, замкнув блестящую передачу Артура Мелконяна. Далее гостям удается отвитать один мяч, делает это Раджаб Магомедов. Пятый мяч «Зари» на свой счет записал Александр Величко, пробив головой по пустым воротам. Под самый занавес первого периода Казаков оформляет дубль. Сначала он забивает с игры, а затем и 6-метрового, назначенный за игру рукой. Во втором периоде голевая феерия продолжилась. Сначала гости, как говорится, сами себе привезли гол, а Сильдир Харатов срезывает мяч в собственные ворота. После Антон Кусов оформляет хэт-трик, а затем Артур Гаджиев забивает второй мяч гостей. За 3 минуты до конца встречи отличился Артем Харченко, ну а финальный счет установил Нариман Нурмагомедов. 10-3 уверенная победа «Зари» над аутсайдером. Как-то чувствовали, что должны победить. Это не очень хорошо, потому что соперник может за это и наказать. Забили вроде быстрые голы, и все уже пошло своим чередом. Махачкала очень уступчивая команда, поэтому чуть-чуть дольше держался бы счет 0-0, неизвестно чего было. Хорошо, что справились со своими эмоциями, все забили. Во второй игре тура «Заря» снова легко разобралась с оппонентом, также забив много мячей и при этом пропустив всего один. Уже к 6-й минуте встречи «Заря» обеспечила себе крайне комфортный счет 4-0. Сначала молниеносный дубль оформляет Артем Харченко. Третий мяч хозяев площадки забил Александр Величко, ну а автором 4-го забитого мяча хозяев стал Олег Казаков. Ближе к половине первого периода свой 4-й мяч в сезоне с острого угла забивает Афанасий Федоров 5-0. Единственный мяч в составе гостей забил капитан команды Артур Гаджиев. Во втором периоде зрители стали свидетелями еще 5 забитых мячей.
Гости хоть и имели пару отличных моментов, но забить в ворота Евтушенко так и не смогли. А у игроков Зари с этим проблем практически не было. Хозяева снова организуют быстрый гол. Спустя 4 минуты после начала второй половины игры отличается Руслан Гаязов. Далее дубль оформляет Артур Мелконян и Казаков. Ну а итоговый счет 6 метров устанавливает Александр Величко. Стоит отметить, что этот гол стал для Александра сотым в матчах высшей лиги России. Рубеж 100 забитых мячей в составе Зари удавалось пройти только 4 игрокам. Поздравляем Александра с этим успехом. Ну а Каспий, несмотря на все старания, терпит второе крупное поражение от дружины Олега Марченко. 10-1. У меня самые положительные впечатления и самые радостные, потому что у меня сегодня муж забил 100-й гол. Я очень рада за него, за его личную победу и вообще за победу команды «Заря». Мы играли второй раз сегодня с Каспием Махачкала. Ну, победили ребята, я считаю, выложились, играли дома, при своих стенах, при своих зрителях. Ну, дома всегда легче играть, трибуны гнали, помогали. Но результатом доволен очень, взяли 6 очей дома, так что все нормально, пока все идет по плану. Сейчас, наверное, месте на 3-м, на 4-м поднялись, но просто еще 10 игр до конца сезона играть. Там задачу выполнили, в 8-ку мы попали давно уже. Сейчас будем готовиться к плей-оффу, который начнется в марте месяце. Вот сейчас очень напряженный график, не сразу 3 домашних матча подряд. Как команда с этим справляется? Это связано с чемпионатом Европы, который пройдет в Бельгии. Сборная едет туда, и наша команда тоже отправляемся в Бельгию играть. Это с этим связано, и поэтому такой график сейчас. Через каждые 2 дня у нас игра. Ну, ничего страшного, все в равных условиях. Им тяжело, и нам тяжело. Так вот. С 1 февраля на открытом футбольном манеже спортивного комплекса Дохсун стартовал второй этап зимней лиги по футболу с одноименным названием. На данном этапе команды будут играть по системе плей-офф, а не как в группах, как это было на первом этапе. Напомню, что футбольная лига Дохсун – это соревнование по футболу, стартовавшее 9 ноября прошлого года. В нем принимают участие любительские команды и коллективы физической культуры, клубов, предприятий и учебных заведений из разных районов нашей республики. Соревнование будет длиться до 30 марта этого года. С 16 по 26 января во Дворце спорта 50 лет Победы проходил второй этап соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Соревнование проходило следующим образом. Сначала в групповом этапе выявлялись сильнейшие команды, которые далее играли по системе плей-офф. В общей сложности в турнире приняло участие 32 команды мальчиков и юношей и 3 команды девочек. В группе 2000-2001 годов рождения первое место заняли ребята из школы номер 13 города Якутска. Второе место – юные спортсмены из школы села Кюндядя, а третье место завоевали учащиеся школы Верхнего Бестяха. В группе 2002-2003 годов рождения победу праздновали футболисты команды Марфинской школы номер 2. Второе место заняла команда Жатайской школы номер 1, а третье – учащиеся школы села Бейдинга. В группе 1996-1997 годов рождения победителями стали ученики школы поселка Жатай. На втором месте турнир завершила команда из Бердигостяха. А на третьем месте по итогам игр оказалась школа номер 2 села Мая. В группе 1998-1999 годов рождения сильнейшими оказались ребята из Барагонской школы номер 2. Второе место – команда из школы номер 2 города Якутска. А третье место заняла команда Бердигостяхской школы. В единственной женской группе, возрастная категория которой была 1998-1999 годов рождения, победу одержали девушки из команды Оленевской школы. В
Второе место заняла команда из школы села Антоновка, а третье – девушки из села Хачикадзе. Все победители в своих возрастных группах завоевали право участвовать на третьем этапе турнира, который состоится в городе Владивосток. Но всероссийский проект «Мини-футбол в школу» проводится уже давно, и с каждым годом все больше и больше детей общеобразовательных школ принимает участие в этом проекте. Он проводится по 4 возрастным группам в 4 этапа. Первый этап – это внутри городов, поселков, сел. Потом второй этап – это республиканский, третий – дальневосточный, и четвертый финальный этап – это уже победители федеральных округов участвуют в финале. Всероссийский проект «Мини-футбол в школу», он именно задействует не профессиональные, не детей, которые занимаются в детско-юношеских спортивных школах или специализированных, а именно ученики, которые просто учатся в школе и желают играть в мини-футбол. Этот проект, он идет под эгидой Ассоциации мини-футбола России, Министерством образования и Министерством спорта. Сейчас идет такая политика во всех, основном в Улусе, очень вводятся хорошие спортивные объекты. Благодаря играм Дети Азии, играм национальным, играм Василия Манчара, в Улусах уже строятся такие хорошие спортивные объекты в Улусах и позволяют все условия играть именно в футбол. Не то что футбол, а игровые виды, то есть это волейбол, баскетбол. Раньше, скажем, играли в таком арочном маленьком спортивном зале, а сейчас уже все условия позволяют, чтобы играть именно вот такие виды спорта. Мини-футбол, она охватывает в некоторых улусах, если большой футбол, скажем, да, она охватывает, пространство должно быть, конечно, большое, да, а вот мини-футбол, соответственно, площадка она у нас соответствует. И дети любого возраста уже вот этим занимаются и как раз соответствует по нашим стандартам. Я желаю по команде победительницам, чтобы еще раз тренировались. Дальний Восток – это уже у них третий шаг получается уже. Если Харту отыграется на третьем этапе Дальнего Востока, тогда могут попасть в финал. У нас такие шансы есть. Дети очень у нас тренера сейчас очень хорошо тренируют. И мы, как видели, здесь очень опытных игроков, хоть младшего возраста, то же самое и старшего возраста. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока.